Добрый день, дорогие телезрители телеканала Анна Ньюс. Рада вас снова приветствовать в нашей студии. Сегодня у нас в программе иеромонах Иннокентий Кильдеев. Здравствуйте, отец Иннокентий. Здравствуйте. Отец Иннокентий – священник татарин, историк тюркского мира, переводчик богослужебных и богословских текстов на современный татарский язык. И сегодня мы поговорим на такую тему, как история и современность христианской части тюркского мира. Мы продолжаем цикл программ, посвященных истории и современности тюркского христианства в рамках подготовки к проведению большой международной конференции, которая запланирована на декабрь этого года в городе Стамбул в Турции под рабочим названием «Христианский фактор в тюркском мире». И сегодня мы поговорим о том, какова же все-таки христианская история тюрков. Вот вчера в храме апостола Фомы на Кантемировской, где служил преснопамятный убиенный священник Даниил Сысоев, был совершен молебен на татарском языке и также краткая панихида или лития о хане Курбасе, правителе Великой Булгарии. Он был этническим тюрком, это приблизительно 8 век, правил огромной империей, которая впоследствии распалась, в том числе и на Поволжскую Булгарию. Поволжская Булгария – это прямой правопреемник вот этой Великой Булгарии. И руководителем, властителем Великой Булгарии был хан-христианин, христианин-тюрок. И давайте, собственно, на эту тему поговорим. Отец Иннокентий, расскажите, пожалуйста, более подробно о истории христиан-тюрок. Ну, что касается Великой Булгарии, это было государство, как известно, достаточно большое. Находилось оно на территории современной Украины, это Полтавская область, ближайшие, граничащие с ней области. Вот. И известно достаточно, есть данные, косвенные данные, подтверждающие того, что хан Кубрат, он был христианином. И это говорит о том, что среди тюрок все-таки христианская традиция она существовала задолго до принятия ислама. Или наряду, скажем, с исламом существовала также традиция, христианская вера. Впоследствии под давлением соседних племен, кочевников, Волжская Булгария распалась, не выдержав этого давления кочевых племен. И мы знаем, что сыновья хана Кубрата, у него по преданию было 3 сына, они после того, как, видимо, скончался их отец, они вынуждены были покинуть эту территорию, и каждый пошел со своей, можно сказать, ордой или со своим частью своего народа, пошли каждый в свою сторону. Вот. И мы знаем, что одна часть, как вы сказали, Дмитрий, пошла на берега Волги, основали там Волжскую Булгарию, Волжско-Камскую Булгарию. Вот. Другая часть булгарского народа пошла на берега Дуная. Они вошли в союз с фракийскими славянами, которые жили тогда на территории Византийской империи, и вступили с ними в военный союз, и тем самым образовали там уже на территории Византийской империи, они образовали там самостоятельное государство, Дунайскую Булгарию, которая, собственно, первоначально она была воевала за свою самостоятельность уже с Византийской империей, вот, с переменным успехом. А другая часть, третий сын, значит, великого хана Кубрата, он пошел на Кавказ, вот, и по преданию дал начало одному из ныне кавказских народов, это балкарцы. Вот, существует Кабардино-Балкария у нас на территории Российской Федерации, и, по мнению многих, они тоже как бы являются преемниками, потомками тех булгар, которые когда-то жили и составляли, значит, великое
Великую Булгарию. Вот то, что я могу сказать об этом. Ну, по вероисповеданию, видимо, они были и христианами, может быть, кто-то из них исповедовал какую-то свою народную религию. Вот. Дальше уже как бы каждый народ пошел по пути своего исторического развития, уже, видимо, исходя из тех обстоятельств, которые уже, да, уже протекали уже на территории каждого региона. Вот. Да, отец Иннокентий, но ведь среди татар современных, которые живут в Татарстане, есть немало и православных. Причем их православие, их христианство вовсе не связано с крещением Иваном Грозным после захвата Казани. Есть многие татары-христиане, православные татары, которые восходят, наверное, вот к тем самым волжским булгарам, потомкам христиан из Великой Булгарии. Вы знаете, я бы не стал бы возводить всех современных татар, которые сейчас живут на территории Татарстана или же вне территории Татарстана, именно только исключительно к булгарскому этносу, потому что в образовании татарского народа, кроме булгар, также принимали участие и кипчаки, или половцы, так их название общепринятое. А среди них христиане тоже были? Возможно, тоже были. Среди них тоже были христиане. Хан Катян, который был в союзе с Киевской Русью, он выдал свою дочь замуж за киевского князя. Вот, он был в родственных отношениях с ним. Поэтому, конечно, многие из половцев, видимо, тоже были христианами. Хотя, видимо, основная часть именно исповедовала, видимо, какую-то свою народную языческую религию. Что касается современных татар, то как бы их обращение ко Христу связано, конечно, не с воспоминанием каких-то своих исторических традиций, или там возвращение к каким-то народным, каким-то корням, традиционным корням. Нет, это не было, конечно, этого момента не присутствовало в их обращении. В их обращении присутствует, я хотел бы это подчеркнуть, именно знакомство, во-первых, с Евангелием, когда они ближе знакомятся с Евангелием, они читают Новый Завет. Это как бы основное направление. И для них открывается истина, христианская истина о Боге. И под влиянием этой истины они как бы принимают Христа. Что, собственно, и должно быть, понимаете? Нельзя принять веру только потому, что там у меня была там традиция какая-то, или я как-то там по культуре принадлежу, там, или по каким-то другим причинам, по каким-то материальным интересам. Это, я считаю, это неправильно. Вера должна приниматься человеком, когда он убежден в то, что он принимает именно веру, исходя из того, что из своего убеждения, что это истина. И нет иного Бога, и нет иного, на самом деле, объективно нет иного благовестия, как мы говорим. Вот оно такое, оно так дано нам. И человек, как бы, даже если у него, он проживал в своей жизни, в прежней жизни, принадлежал к мусульманской традиции, да, он воспитывался среди этнических мусульман, все равно, как бы, он, видя истину во Христе, он понимает, что все-таки он должен оставить свою родную традицию, да, и как бы это ни было сложно для его окружающих, его, скажем, знакомых, родственников, да, как бы он все-таки решается на то, чтобы все-таки обратиться ко Христу. Но эта ситуация, она, я скажу, она ведь не нова совершенно. Она не только касается татар, да, или каких-то других тюркских народов. Она была изначально, это была ситуация. Если мы вспомним начальный период истории христианства, когда люди обращались ко Христу, их родственники, они были язычниками. Их отеческая религия, это была свои какие-то народные языческие религии, они поклонялись своим богам, что греки, что римляне, что персы, что египтяне, понимаете, и у каждого была своя родная религия, в которой они жили. И также люди, которые, принимая христианство, они также вступали в некое противоречие со своими родственниками. И об этом ясно открыто в Евангелии, если мы почитаем, что
Господь говорит, что я пришел принести разделение, духовное разделение, ибо 5 в доме будут разделяться, 2 против 3. Я пришел разделить сына с отцом, невестку со свекровью, да, как вы помните. То есть он говорит о том, что он предсказывает эту ситуацию, задолго предсказывает эту ситуацию, которая повторяется уже на протяжении многих веков. И вот вопрос о Христе, он становится главным вопросом для человека. Кто он? Если человек принимает истину, то, что Христос есть Бог, он готов идти, можно сказать, на любые жертвы. Да. То, что вы рассказываете, действительно очень интересно и очень важно. Действительно, вопрос о выборе веры – это вопрос индивидуальный. Но все-таки, если мы вернемся к истории, Да. Есть среди татар христиан из великие святые. Основатель Пафнутия Боровского монастыря. Пафнутий Боровский был мурзой по своему происхождению. Пафнутий Боровский, там была история несколько иная. Как он пришел ко Христу? Он исконно был верующим или же? Насколько я знаю, значит, его дед был выходцем из Орды, он исполнял должность баскака, и там было от Орды, то есть он был тюрком этническим тюрком, да, и, видимо, был поставлен, значит, для того, чтобы контролировать сбор налогов, да, в ходе очередных волнений там он был поставлен перед выбором, либо ему уходить, либо там ему угрожало какие-то, может быть, я не знаю там какие причины, но так или иначе он принимает христианство, и жена у него была русская, у этого баскака, он принимает христианство, и, может быть, какие-то внешние побуждения там были, его, может быть, и ситуация его принуждала, но тем не менее он оказался действительно искренним христианином, он убедился, видимо, в истинности христианства, его сын воспитал, у него родился сын, и вот уже его внук, знаменитый Пафнутий Боровский, вот он как раз уже достиг вот этих духовных высот духовной жизни. И вот мы сейчас его почитаем, как преподобного Пафнутия. Но нельзя сказать, что он был чистым этническим, скажем, тюрком. У него дед был тюрком, то есть по отцовской линии, а так у него и присутствовала в нем и русская кровь, то есть он был в достаточной мере уже вовлечен в русскую культуру. Это был, скорее всего, это был русский человек уже по своему воспитанию, по своему восприятию. Он с детства был воспитан в христианской традиции, с младенческих лет было окружение совершенно христианское. Поэтому его случай несколько иной в этом плане. Если взять другого святого, преподобного Серапиона Каижезерского, то здесь случай несколько другой. Он был захвачен в плен, по-моему, после взятия Казани, да? Он был царевичем, и, видимо, после некоторых разговоров, после некоторых бесед, с которыми с ним проводили его родственники, уже принявшие до этого христианство, он также обратился ко Христу. И он уже не только принял крещение и с именем Сергий, но он и возымел желание посвятить себя полностью подвижнической жизни и решил вообще совершенно уйти, оставить связи все с миром, оставить эту суету мирскую и уйти в монастырь. Он ушел на север и подвязался уже на севере, сейчас на это
на территории, по-моему, Архангельской области и Карелии, вот в этих районах, он там достаточно долго подвязался, достиг определенного духовного совершенства, и в числе его учеников, тех, кто к нему приходил за духовным советом, также есть немало русских святых, прославленных ныне. Вот. Его мощи находятся также находится в Кожеизерском монастыре, это, по-моему, на территории Архангельской области. И, в общем, он достиг вершин святости и был прославлен Русской Православной Церковью на одном из соборов в качестве святого. Вот. Мы сейчас ему молимся. И здесь показано, что человек, для него открыто было именно истина во Христе, он как бы эту истину принял, хотя несмотря на то, что он как бы родился и жил своей традицией отеческой, но тем не менее как бы истина Христова его покорила его сердце, и он достиг вершин святости. Вот это тоже как бы один из примеров того, что нет никаких совершенно каких-то препятствий к тому, чтобы человеку прийти ко Христу. Ни традиции отеческие, ни что. Истина препобеждает все. И человек, как бы убеждаясь в этой истине, он все-таки обращается ко Христу. Не все, конечно, идут на это по разным причинам. И это сердце человека – это тайна. И поэтому нельзя как бы здесь как-то на человека насильно воздействовать. Он сам должен в этом убедиться, сам должен это для себя решить и уже действовать, исходя уже собственной совести. Честно, Кенсий. Вот по поводу, опять же, исторического момента. Святитель Алексий, митрополит Московский, как написано у него в житие, посещал Орду. И он крестил, после того, как исцелил, царевну Тайдулу. Вот этого я не знал, что он крестил Тайдулу, правда, есть сведения, да? Исторические сведения. И после этого была образована так называемая Сарайская епархия, которая даже имела свои канонические послабления для кочевого образа жизни. К примеру, Великим постом дозволялось вкушать молоко, согласно специальному уставу для кочевых народов. Кочевых народов, да. И мы видим о том, что действительно распространение христианства в тюркском мире имело богатую историю. И эта история приводила к тому, что татарское древо приносило плоды в виде святости. Да? Это и все-таки Пафнутий Боровский и Симеон Кожево-Изерский. Серапион. Да, Серапион Кожево-Изерский. Да? То есть среди татар... Царевич Петр Ордынский. Да, царевич Петр Ордынский, наверное, другие. То есть среди татар было много святых. И это... Также, да, я понимаю. То древо, да, которое приносило плоды святости. Вот чем. Вот наше время, 21 век. Только что мы пережили лютую годину испытаний безбожной властью, когда в советское время убивали людей за только то, что они верили в Бога. Это бесчисленный сон священномучеников, новомучеников, да, исповедников российских. Это миллионы людей пострадали, были уничтожены фактически. Да. Бутовский полигон, давайте вспомним. Там, да. Каждый день десятками тысяч людей убивали, закапывали. Там, сеть ГУЛАГа. Да, сеть ГУЛАГа и прочее. И вот сейчас люди после этой лютой годины испытаний, в следующий год у нас столетие со дня революции, так называемый, да, Октябрьского путча, Октябрьского переворота, плохая годовщина. Все-таки мы вышли из этого кризиса, вышли из этого исторического тупика, и люди сейчас, вне зависимости от национальности, в том числе и татары, они возвращаются и к своим историческим корням, и вообще к осознанию необходимости искать помощи высших сил и обращаются к Богу. И многие татары, насколько мне известно, все-таки принимают православие. И в Москве существует даже православная татарская община. И
вот тот молебен, который вчера совершался на татарском языке в храме апостола Фомы, как раз собрал представителей этой общины. И вот как в наше время верующему человеку, который верит там во что-то, условно говоря, он был атеистом, он верит там во что-то, да, он смотрит на свою историческую традицию, которая его народу была свойственна, но смотрит на другие традиции, и вот принимает все-таки, будучи татарином, православие. Как ему в наше время, собственно, идти путем совершенствования духовного, да? Если человек хочет молиться на родном языке, есть ли у него такая возможность? Поддерживает ли его в этом? Я знаю, что вы переводите тексты на современный. Ну, это был некоторый опыт, конечно, да. Это, во-первых, не я перевел первый, в смысле, эти тексты, они давно уже известны, вот, а их перевел известный миссионер XIX века Николай Ильминский, как вы знаете, который еще тогда в XIX веке начал миссию среди татар или среди кряшин, как говорят, ну, как бы это все-таки те же тюрки, вот, есть споры там по поводу их наименования, но это все-таки тюрки, скажем так. И они нуждались в этой миссии, так как у них как бы шло обращение в ислам. Вот они, потому что со стороны ислама также шла своя миссия, и они также как бы вот были. И здесь как бы, чтобы как-то надо было людям объяснить, вот, и Ильминский, он как бы принял некоторые меры к тому, чтобы простой народ удержать в христианстве, дать ему возможность. И он переводил священное Писание, часть священного Писания, Новый Завет, Псалтирь, он переводил на разговорный, понятный для простого человека кряшинский или тюркско-татарский язык. Вот, и этим самым он помог, значит, кряшинам остаться в православии. Вот. Этот процесс ухода в ислам, он был остановлен именно благодаря трудам Ильминского, его деятельности, просветительской деятельности. И поэтому на основании его как бы уже готовых трудов можно как-то помочь и тем людям, которые желали бы молиться на татарском языке. Но видите, проблема в том, что сейчас современные татары в массе своей, для них русский, родной язык является русским. Вот. И кто-то, может быть, интересуется своим языком, как сказать, этническим, да, как говорится, по его этническому происхождению. Но опять-таки он этот язык должен изучать, он должен вникать в грамматику, изучать этот язык. И если у него как бы есть желание, и он как бы хочет молиться именно на своем родном языке, таким людям надо предоставить возможность, чтобы они молились. Но если человек как бы нет ему такого желания, ему достаточно, я думаю, что если он хочет молиться, он может молиться на славянском языке. Если это что-то ему мешает в этом, он может молиться на русском языке, на языке, которым он рассуждает, мыслит. Это, мне кажется, молись на каком хочешь языке, лишь бы ты молился Богу. А какой язык, какой у тебя это будет, это уже не важно. Понимаете, можно обращаться и на церковно-славянском языке, можно обращаться на татарском языке, опять же, брать либо греческую традицию, да, именование Сына Божьего Иисуса Христа, либо арамейскую традицию, Айса Масих, да, как говорят. Вот. Это тоже то же самое. Вот. Это тоже тот же Господь Иисус Христос, Сын Божий. Вот. То есть, как человеку хочется, так пусть он и молится. И это просто показать ему, попытка показать то, что язык, он не является здесь каким-то препятствием для человека. Вот. Поэтому так вот. Многие предпочитают молиться на церковно-славянском языке. Вот. Есть такие люди, которые все-таки, несмотря на то, что они татары, они предпочитают церковно-славянский язык. А есть и люди, которые хотели бы молиться и услышать молитву на своем родном языке. Я здесь не вижу никаких препятствий, пусть человек молится на том языке, на котором ему удобно молиться. Вот. Я знаю некоторых людей, которые пришли из православия, из протестанства, но они привыкли молиться на русском языке. И там молятся так, как написано в переводе
«Отче наш», они молятся на русском языке, потому что они так привыкли молиться. Здесь нет разницы. Пожалуйста, ты можешь в своей домашней молитве, в личной молитве обращаться к Богу на том языке, на котором тебе удобнее молиться и привычнее молиться. Главное, чтобы эта молитва шла от сердца. Она именно... Вот, спасибо вам за интересный рассказ. Вот время нашей программы, к сожалению, подходит к концу. И под конец хотелось бы сказать нашим телезрителям, рассказать им о том, что вот татарская община, которая сейчас формируется, она уже приобретает некую такую политическую субъектность. И сегодня вот мы провели перед тем, как записать программу, встречу в администрации президента с заместителем руководителя управления по связям с религиозными и общественными организациями, управления внутренней политики администрации президента Алмазом Равильевичем Файзуллиным. Вот прошу показать фотографию этой встречи, уважаемую редакцию. И действительно, тема православных татар, православных тюрок, христианского фактора в тюркском мире сейчас попадает в поле зрения самых высоких чиновников Российской Федерации. Действительно, это очень хорошо, потому что Россия – это многонациональное государство, в котором есть и русские, есть и татары, второй государствообразующий народ, есть и представители других этносов. И все мы, по сути, составляем единую нацию. 4 ноября – это государственный праздник, который мы недавно отметили, также праздник Казанской иконы Божьей Матери, это день народного единства. Это день, когда все вместе россияне пытаются осознать, что нас объединяет. И вот наличие в тюркском мире христиан, наличие среди татар христиан, так же, как и мусульман, так же, как и среди русских есть представители разных религий, так же, как среди других народов есть представители разных религий. Это все факторы единения. И эти факторы единения нас скрепляют. Это прекрасно. И мы действительно будем строить совместными усилиями Россию как процветающее, мощное государство. И Россия – это глобальный проект по интеграции всех людей, которые, наверное, верят в Бога и верят в лучшее. Россия – это катехон, это удерживающий. Много говорят о традиционных ценностях, говорят о том, что нужно спасать этот мир. И вот Россия – то государство, которое помогает этому миру не развалиться. Россия действует в Сирии, Новороссия, да, Крым. Россия – то государство, которое, по сути, действительно является солью земли. И давайте мы, многонациональный русский народ, российский народ, единый народ, давайте приложим максимум усилий для того, чтобы крепить это единство и выполнять свою катехоническую функцию. Спасибо за внимание.